Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Спорт – это важно. Президент Аслан Бжания посетил спорткомплекс Агудзера, построенный в 2014 году в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Оценить ситуацию завершилась абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан Абхазии. Праздник красоты и дружбы. Более 50 девушек из 30 регионов России принимают участие в конкурсе «Мисс и Миссис Россия. Абхазия. Земля-2021». Абхазию представляет Каролина Квициния. Президент Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Гулрыбский район, где посетил храм Николая Чудотворца и спорткомплекс Агудзера, построенный в 2014 году в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Подробности в репортаже Алики Трапш. В ходе рабочей поездки президент Аслан Бжания посетил храм святого Николая Чудотворца в Гулрыбском районе, который был построен в 2014 году. При храме действует православный паломнический центр Елисафета. Настоятельница монастыря Елизавета рассказала главе государства о истории и работе храма. В этом храме у нас служится служба ежедневно ночнее. Есть такой чин службы обедница, когда без присутствия священника. Вот, ежедневно здесь ночью стоят сестрички и молятся, чтобы на земле был мир, не было войны, чтобы люди жили в благочестии, чистоте, вот, любя друг друга. В ходе встречи президенту подарили икону святого Александра Невского. Также главе государства показали художественный салон. Все работы выполнены служащими храма. Далее Аслан Бжания посетил спортивный комплекс Агудзера. В 2014 году в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии в здании был произведен капитальный ремонт. В 2019 году часть здания была передана в аренду российскому футбольному клубу «Девятка». И арендная плата идет в бюджет района. В спорткомплексе есть все условия для тренировок по волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, боксу и карате. Как сообщила руководитель футбольного клуба «Девятка» Юлия Котовщикова, благоустройство спорткомплекса проходит планомерно. В прошлом году поменяли напольное покрытие в спортзале, закупили тренажеры. В спорткомплексе Агудзера на сборы приезжают разные спортивные команды из России. Здесь также тренируются и местные ребята. Тренеры клуба рассказали о успехах юных абхазских спортсменов. Есть несколько мальчишек очень хорошего уровня. Мы их вывозили зимой на турнир в Тамбов. И немножко они потерялись, потому что такого уровня соревнований они не участвовали. Но показали технику по последним играм. А как фамилия этих ребят? Мичба Никита, Амичба Никита, Арзик, Гвинджа, Дука у нас ездил. И четвертый Жуков Максим. Жуков Шоня местный, Максим. наш местный Жуков, да? Мама Люба Жукова, а он Шоня Максим. Глава государства выразил удовлетворение увиденным и отметил важность физического воспитания подрастающего поколения. Алика Трапш, Тимур Гулгохия, Абхазское телевидение. Завершилась абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан Абхазии. Биоматериалы на определение антител взяты у 2660 жителей страны со всех районов республики. Больше всего анализов сдано в Сухумском районе. Более 1000. По информации главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, итоги исследования будут озвучены 12 июня после того, как ставропольские специалисты проведут полную оценку результатов и передадут их СЭС и Минздраву. Это не последняя программа определения иммунного статуса граждан Абхазии. Подробности программы при поддержке правительства страны будут проводиться на протяжении всего периода пандемии коронавирусной инфекции. Оценка иммунитета, особенно у пожилых лиц, особенно у, скажем так, сотрудников специальных служб, нам важна только для того, чтобы мы четко понимали, где у нас будут точки риска, как нам дальше проводить мероприятия по предотвращению распространения этого грозного заболевания, как COVID-19 в Республике Абхазия. По отобранным вот этим когортам, которые были четко распределены по территориальным районам,
в соответствии с количеством проживаемого населения, естественно, будут обработаны эти данные, и нам, то есть Министерству здравоохранения, будут представлены дальнейшие оценки рисков, скажем так, да, на основании того популяционного иммунитета, который они примут за основу, да, тот процент иммунной прослойки, который есть у нас в Республике Абхазия. Сейчас пока что вакцинация идет у всех желающих, но пока что единственной мерой защиты всего населения от коронавирусной инфекции является масштабная вакцинация. И нам к этому нужно готовиться. Вот чтобы мы пришли уже подготовленными, вот в настоящее время проходит эта программа. 6 калининградских медиков, помогавших бороться с коронавирусной инфекцией в 2020 году в Абхазии, награждены медалями Черноморского казачьего войска Абхазии за милосердие и благотворительность. Награды врачам вручил атаман Калининградского городского казачьего общества «Центральное» Павел Иванов по поручению войскового атамана Черноморского казачьего войска Абхазии Вадима Мироненко в рамках заключенного в мае соглашения о сотрудничестве. Кулрепшский районный суд признал виновным Ахро Авицба в незаконном приобретении и хранении оружия и осудил его условно на 3 года. Авицба также оштрафован на 10 тысяч рублей. Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу, которые также проходили по делу Авицба, оправдали с правом на реабилитацию, не освободили прямо в зале суда. Прокуратура запросила для Ахры Авицба 4 года условно с испытательным сроком 3 года и 15 тысяч рублей штрафа в доход государства. В отношении остальных обвиняемых 3 года условно с испытательным сроком 1 год и по 10 тысяч рублей штрафа. Адвокаты обвиняемых в своей речи попросили оправдать их подзащитных в связи с недоказанностью событий преступления, предусмотренного в статье 217. Ахра Авицба был задержан службой госбезопасности Абхазии 4 марта 2021 года. Он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбытии, хранении и перевозке оружия. Сторона защиты выразила удовлетворение приговором суда. Галский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина России Телегина Германа Юрьевича. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии, приговором суда Герман Телегин был признан виновным и с учетом смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении 2 малолетних детей, осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд вынес решение о штрафе в размере 1 миллиона рублей, который Телегин должен выплатить в доход государства. Этим же приговором суда автомобиль, используемый в качестве орудия преступления, был конфискован в пользу государства. Напомним, что Герман Телегин был задержан 23 марта 2021 года в ходе реализации оперативной информации. Общее количество обнаруженного и изъятого у него наркотического средства метадон составило более 180 граммов, расфасованных в 390 свертков, что является особо крупным размером. К другим новостям. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил поздравительный адрес председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю предстоящего Дня России. День России – один из самых молодых государственных праздников, олицетворяющий новую страну и символизирующий исторический выбор россиян, объединенных неразрывной связью времен и поколений. Традиции патриотизма и гражданственности отмечается, в частности, в поздравительной телеграмме. Александр Анкваб также отметил, что в республике Абхазия, связанная с Российской Федерацией узами братства и добрососедства, жизненно важно благополучное развитие стратегического союзника. Глава абхазского правительства выразил убеждение, что современная, динамично осваивающая новые горизонты возможностей Россия приумножит свои достижения во всех сферах и будет по-прежнему служить надежным гарантом международной стабильности. Александр Анкваб также поздравил с Днем России чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина. Глава правительства пожелал послу и всем сотрудникам посольства благополучия и успехов в чрезвычайно важной дипломатической миссии.
Накануне празднования Дня России спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварча направил поздравления руководству палат Федерального собрания Российской Федерации. В поздравлениях председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину говорится, что достижения России в социально-экономической сфере в области обеспечения обороноспособности страны и в других направлениях во многом определяют сегодняшнее развитие глобальных процессов. Валерий Кварча пожелал коллегам здоровья и успехов в работе, мира и процветания великой России. Организации российских соотечественников в Абхазии поздравили посла России в Абхазии Алексея Двинянина и руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадима Чеха с Днем России. В поздравлениях отмечается большой вклад российских дипломатов в дело укрепления стратегических и союзнических российско-абхазских отношений и выражается глубокая признательность за всестороннюю поддержку и помощь, которой на протяжении многих лет оказываются многочисленной русской общине Абхазии и российским соотечественникам. За большой вклад в развитие хореографического искусства Абхазии, высокий профессионализм Вианору Логу присвоено почетное звание «Народный артист Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. 13 июня в воскресенье в Абхазском драматическом театре пройдет финал конкурса «Мисс и миссис Россия. Абхазия. Земля-2021». В нем принимают участие более 50 девушек из 30 регионов России. А Абхазию представит Каролина Квициня. 10 июня состоялся творческий конкурс. Участницы рассказали о себе и показали подготовленные номера. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. Модные яркие платья, необычные образы, красивые прически, свет рамп, блестящие короны и волнение участниц. Праздник красоты, тепла и мира обещает быть насыщенным. Конкурс «Мисс и миссис Россия. Абхазия. Земля-2021» впервые проходит на абхазской земле. В нем принимают участие представительницы прекрасного пола из 30 регионов России, а также Абхазии. Нашу страну на конкурсе представляет Каролина Квициня. Она единственная, кто подала заявку на участие. Я родилась в городе Баку, мне 41 год. Я вышла здесь замуж, родила ребенка и успешно развиваем семейный бизнес, свадебный, уже на протяжении 7 лет. Я решила поучаствовать в этом конкурсе с глобальной целью. Моя мечта – построить самый большой детский развлекательный парк в Абхазии, и я ищу инвесторов. Поэтому решила общественно преподнести эту информацию. В первый день конкурса девушки представили творческие номера. Выступление каждой красавицы предваряла видеовизитка, в которой участницы рассказывали о своей жизни, хобби и мечтах. Каролина выступила под номером 20 и представила свою коллекцию детской одежды. Мне более 20 лет увлекалась шитьем профессионально, то у меня здесь маленький мини-показ с маленькими детками. В конкурсе участвуют красавицы от 18 до 60 лет. Это мероприятие отличается от традиционных конкурсов красоты. Здесь нет строгих стандартов, которым должны соответствовать участницы. Организаторы конкурса заверяют, каждая женщина в любом возрасте прекрасна и может стать обладательницей короны первой красавицы. Главное – внутренняя красота, стремление изменить мир к лучшему. Очень люблю мир, весь мир и планету Земля. И моя родина – это планета Земля. И для меня этот конкурс как бы подарок для своей души. Марьяна Романова – единственная азиатка на конкурсе. Она представляет Республику Саха. Совсем недавно девушка участвовала в Сочи на всероссийском конкурсе «Самое красивое лицо России». Там она также представляла Республику Саха. Выиграла в номинации «Королева Азии». С ней и приехала в Абхазию. И хотела бы поприветствовать народ Абхазии. Очень гостеприимный народ. И у вас страна очень красивая. Природа просто потрясающе красивая, что просто лишних комментариев и не надо. И, наверное, еще много-много раз буду возвращаться и приглашать своих земляков. Победить в конкурсе красоты мечтает каждая девушка. И это прекрасная возможность проявить себя, говорят участницы. Среди красавиц девушки разных профессий – педагоги, певицы, воспитатели, портные, предприниматели и домохозяйки. Эльвиры Приказчикова 51 год. Она бабушка 3 внуков и успешная бизнес-вумен. В Абхазию приехала из Самары.
Для меня большая честь представить свой город не только очень волнительно, но и ответственно. Потому что руководитель департамента культуры Шестопалова Татьяна Викторовна передавала огромный привет земле Абхазии, потому что она уроженцы вашего края. И в то же время передала сувениры для жюри. И вот я передаю привет от нее вам. А это представительница из Нижегородской области. Впечатлений просто масса. Огромное количество всяких красивых мест мы видим вокруг каждый день. Кучу людей интересных мы встречаем, со всеми общаемся, и прямо это очень дает много классной энергии. На следующий день после представления творческих номеров девушки отправились на столичный стадион «Динамо». Сегодня у девочек спортивный день. И Ахрик Цвейба, наш заслуженный мастер спорта СССР, а также чемпион международного класса по футболу, и звезда Абхазии, да, это легенда Абхазии, он с нами. И сегодня преподает девочкам, как мы сказали, нормы ГТО они будут сдавать. А затем девушки поехали в стрелковый клуб и проявили себя в стрельбе. В общем, график у красавиц очень насыщенный. Финал конкурса пройдет вечером 13 июня в Абхазском драматическом театре. И будем рады видеть всех. И действительно, это будет великолепное шоу, на которое приедет Родион Газманов, а также Артур Бест. Это тоже, наверняка, вы знаете его по песням «Я украду ее» вместе с Александром Шоа. Они дуэтом пели. Вот он уже сегодня приехал присоединиться к нам на стрельбище. Вот а Родион будет вести у нас весь вечер, а также подарит несколько песен. Вот. То есть у нас культурная насыщенная программа, в которую, кстати, и ансамбль «Кавказ» войдет, и национальный колорит. Все будет соблюдено в лучшем виде. Вот. И в понедельник уже после те, кто победят на конкурсе, королевы наши и королевы прошлых лет, которые приехали поддержать конкурс, мы в парке Махаджиров сделаем социальную акцию по озеленению «Моя земля» и посадим деревья. Победители в 2 номинациях, помимо короны и ленты, получат возможность участия в конкурсе «Мисс и миссис Земля-2021», который пройдет в Лас-Вегасе. Идея провести этот конкурс в Абхазии возникла в ноябре прошлого года, когда совместно с Абхазией была создана Национальная ассоциация культуры, спорта и красоты. Главная ее цель направлена на развитие дружеских и добрососедских взаимоотношений между двумя странами. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Республики и Абхазской торговой промышленной компании. Это привлечение туризма, это популяризация Республики Абхазия. Девушки из 30 регионов России, которые приехали сюда, они каждая, это королевы своих регионов, они приехали на финальную стадию. То есть большое внимание 30 регионов и не только Россия прикреплено к этому мероприятию. Но все же главная цель конкурса – показать, что каждая женщина по-своему уникальна и прекрасна. И еще раз напомнить, что истинная красота, она внутри. Гугут Савардания, Давид Хашик, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Накануне воинские части Сухумского гарнизона принимали гостей. Учащиеся 11 классов 10-й столичной горской средней школы имени Лакоба посетили авиационную и артиллерийскую группы Министерства обороны Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Гости ознакомились с бытом, условиями и повседневной жизнью военнослужащих, их профессиональной подготовкой. Большой интерес у школьников вызвали авиационная и гусеничная техника, расположение личного состава, учебные классы. Учащиеся имели возможность познакомиться с традициями военного воспитания. Посетили музей вооруженных сил Республики Абхазия. На набережной Сухума установлена новая скульптурная работа Архипа Лабахуа, посвященная российскому поэту Осипу Мандельштаму. Скульптура представляет собой камень яйцеобразной формы, вокруг которого выбиты римские цифры. Композиция представляет собой часы без циферблата, что символизирует вечность. Как отмечает Архип Лабахуа, Мандельштам бывал в Абхазии в начале 30-х годов прошлого века. Написал очерк «Сухум». В одном из стихотворений поэта есть такие строки, которые он использовал, когда создавал композицию. Новая скульптура располагается недалеко от других скульптур Архипа Лабахуа по мотивам произведений Фазили Искандера, мальчика Чика и девочки Ники.
Председатель Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба принял абхазского боксера, чемпиона мира по версии WBO, мастера спорта международного класса Игоря Адлиба. И от имени членов президиума НОК вручил ему денежное вознаграждение. Члены исполкома Олимпийского комитета и я решили оказывать не только моральную помощь, и по возможности материальную помощь нашим молодым спортсменам, которые представляют Абхазию достойно за пределами нашей страны. Конечно, одни из самых таких мы хотим выбрать спортсменов, это вольников, борцов, потом бокс, потом теннис и там другие виды спорта. В основном, конечно, Олимпийский комитет старается, чтобы это были олимпийские виды спорта, но не всегда олимпийские. Мы за то, чтобы страну нашу представляли очень достойно в любые виды спорта. Самое главное, чтобы это было показано, видно, что выступает спортсмен из Абхазии, абхазский спортсмен. Для нас это очень важно. Ты знаешь, что мы тебя всегда поддерживали, поддерживаем как можем, морально в основном поддерживали. Но сейчас появилась возможность материально тебя поддержать. Спасибо большое за то, что позвали меня, пригласили, пытаетесь помочь постоянно. Я это очень ценю. Все, что от меня зависит в плане спорта, я буду, несомненно, выполнять. Все, что от меня зависит, я буду стараться делать. Вот, как вы сказали, я сейчас просто пораньше остальных улетаю на сборы. У меня 7 августа бой. Даст Бог, все будет хорошо, он будет титульный. И от этого поединка зависит многое в моей карьере. И вот такие вот моменты, которые указываете помощь вы и не только, мне очень сильно помогают и мотивируют. Спасибо вам большое за это. مزقي وخوات مزقي يبزين جبابه هرجيو سيعقو عنصو ويجيو خوات بي مش حصل يوم زمان بيروسني كلو بشاركوا ابخي على يودس. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 12 и 13 июня в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков. Ночью местами туман, в воскресенье днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 12-17, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.